Мыслители и философы XX века вынесли страшный вердикт человечеству. Они сказали, что проект под названием «Человек» отныне окончен. Такое заявление они вынесли по итогам 2 мировых войн, сказав тем самым, что человек, наделенный оружием, властью, жаждой наживы, может потерять свое человеческое обличие и навеки забыть о том, что когда-то его называли венцом божественного творения. Произведение искусства нам всегда пытается дать ответ на самый главный вопрос – способна ли красота спасти этот мир? Художники, которые изображают батальные сцены, они также стремятся понять, способен ли человек оставить в себе хоть малую искру божественного света, когда вокруг творятся страшные военные бесчинства. В истории изобразительного искусства нередки случаи, когда художники изображают боевые действия. Это называется батальный жанр. Но Франциско Гойя совершил революцию в этом жанре. Именно он впервые показал, что зверство, человеческое бесчинство, которые встречаются на войне, должны быть показаны зрителю. И сделал это он в своей серии гравюр под названием «Бедствие войны». И тогда впервые зритель почувствовал, что действительно художник – это не тот, кто идеализирует наш мир, а это тот, кто пытается разобраться с законами этого мира. Василий Верещагин вторит Гойе и изображает с этнографической скрупулезностью, со скрупулезностью репортера те бедствия, которые происходят на поле боя. Можно вспомнить Пабло Пикассо с его «Герникой». И Пабло Пикассо также нам говорит, что мир, который увидел взрывы и снаряды падающих бомб, не может быть прежним. Он серый, он ломкий, он страшный. Художник Константин Егорович Маковский в XIX веке, а точнее в 1877 году, создает свое полотно под названием «Болгарские мученицы». И этот художник тоже пытается ответить на вопрос, способен ли человек увидеть луч надежды в зверствах, которые творятся во время войны. Свою картину он написал по итогам так называемого апрельского болгарского восстания. Болгары долгое время находились под игом турецкого владычества, под игом Османской империи. И в 1876 году они решили объединить свои силы, подпольно собрать воедино весь свой резерв и выступить против этого ига. В этом восстании участвовали и женщины, и дети. Кстати говоря, женщины, у которых не было оружия, вооружались перцем. Мужчины вооружались предметами быта – ножами, косами, вилами.
Исходя из того, что их вооружение простого населения проигрывало вооружению регулярной армии Османской империи, стало понятным, что это восстание потерпит крах. Так оно и случилось. Восстание 1876 года было жестоко подавлено турецкими властями. Об этом писали все журналисты, и об этом зверстве знал весь мир. Константин Егорович Маковский, зная о этих жертвах, создает свой вариант реакции на это событие. Публика восприняла полотно «Болгарские мученицы» неоднозначно. Критики пеняли Константину Егоровичу Маковскому на то, что в этой кровавой и страшной сцене ты изображаешь обнаженную женскую натуру. В образе, кстати, этой болгарки позирует его супруга Юлия Литкова. И они говорят, что такой контраст недопустим. Константин Маковский не радикализирует это событие. В противовес своему коллеге Франциско Гойя, который изображал зверство действительно страшным образом, он говорит о главном. Он говорит, что война – это не убийство тела, война – это убийство культуры. Перед лицом смерти в глазах у убийцы нет красоты. Его ничто не может остановить. Сопоставление культуры и войны – главный лейтмотив этой картины. Как и во всяком великом произведении, здесь сочетаются несколько временных пластов. Это произведение актуально всегда. Он называет свое произведение «Болгарские мученицы». В православной традиции мученичество – это наивысший подвиг исповедования своей веры. В средние века день поминовения мученика назывался «День рождения». Это значит, что мученик обретал в этот день вечную жизнь. Константин Егорович Маковский говорит нам о том, что женщины-мученицы, принявшие смерть в алтаре православного храма, будут увенчаны не терновым венцом Иисуса Христа, а венцом вечной славы. Мучеников, мы помним это из «Жития святых», подвергали смерти в самом начале эпохи христианства. Это III век нашей эры. И самые кровавые, самые страшные мученические жертвы были принесены во время римского императора Диоклетиана. Тогда же пострадали и Параскева, Пятница, которая изображается по этой причине с крестом в руках. Она несет этот крест, она свидетельствует своей кровью о вечной жизни со Христом, конечно. Тогда же пострадали при Диоклетиане и Георгий, которого мы называем победоносец, святые Вера, Надежда, Любовь и мать их София. И Маковский, как и Диоклетиан, который заставлял судебных приставов фиксировать все, что происходит с мучениками. Именно по этой причине у нас так много текстов именно из раннехристианского периода, и поэтому мы так много знаем о том, как же они жили, как они служили, почему их замучили и как именно они были замучены. Маковский также свидетельствует нам. Он пытается оставить в истории этот след. Он пытается создать рефлексию на актуальные проблемы, которые происходят в мире. И российский император, говорит, расплакался, когда увидел это полотно. И эта картина была выбрана как самая главная картина, представляющая русское искусство на Всемирной выставке в Париже. В
каждом великом произведении есть несколько планов, есть несколько исторических планов, есть несколько концептуальных планов, есть то, что называется подтекст. И в работе «Болгарские мученицы» этот подтекст отсылает нас к евангельской истории. Свое произведение Константин Егорович Маковский создает в контексте 12 страстных Евангелий. 12 страстных Евангелий читается накануне Страстной Пятницы, это последняя неделя Великого Поста. И в этих Евангелиях сообщается о том, как Христа предали, как Его отвели на суд к Понтию Пилату и как Его в конечном итоге распяли на кресте. Где же этот подтекст? Как же этот подтекст выявлен на полотне? Если мы обратим свое внимание на место происходящего действия, мы увидим, что это не просто храм, это святая святых храма, это алтарная часть. На втором плане художник изображает царские врата, позолоченные, выломанные царские врата. И мы понимаем по характеру, как сбиты с петель эти двери, открывающие вход в алтарь, врата в рай еще их называют. Эти врата выбиты ногами. В алтаре стоят воины, наемные убийцы, их называли башибузуки или головорез. Это те воины, которых не останавливает ничего в их зверстве. Ни красота женского тела, ни сакральное пространство храма, ни ребенок. У них на уме только насилие и убийство. Центральный воин контрастирует по цвету кожи с болгаркой, с ее красотой обнаженного тела. Скорее всего, художник пытается нам языком аллегорий, языком символов сказать о чем-то большем. Он говорит о сопоставлении света и тьмы, жизни и смерти, культуры и бескультурья. И эти башибузуки ворвались в алтарь, выломав царские врата, за которыми скрывались две женщины и ребенок. Две болгарки пытались найти укрытие за престолом, скорее всего, за престолом алтаря. На престоле, который также изображается на картине, совершается во время божественной литургии таинство, так называемая Евхаристия. Евхаристия – это претворение хлеба и вина в тело и кровь Иисуса Христа. Это так называемая бескровная жертва. Дело в том, что когда Христос пролил свою кровь на кресте во время распятия, тем самым ознаменовав, что больше нельзя проливать кровь. Человечество должно быть оправдано кровью Иисуса Христа, оно должно быть выведено из ада Сыном Божьим, и поэтому никаких кровавых жертв отныне совершаться не должно. И вот эта Евхаристия, превращение вина и хлеба в тело и кровь Иисуса Христа на наших глазах меняется на реальную жертву, меняется на кровавую жертву, которую приносят с собой женщины. Константин Маковский показал, женщины, которые проливают свою кровь святая святых в алтаре православного храма, уподобляются Иисусу Христу, который пролил свою кровь на кресте. А мы знаем из евангельского текста, что когда Христа распяли, и Христос испустил последний дух, то церковная завеса, сказано, церковная завеса главного Иерусалимского храма разодралась надвое, как говорит евангелист. Что же мы видим на картине? Маковский также подчеркивает этот момент. Завеса, которая закрывает царские врата, она разодрана надвое. Завесу по-гречески называют катапитасма. И эта катапитасма, как говорят мыслители, христианские мыслители, разодранная катапитасма иудейского храма была свидетельством, что великая тайна Бога воплощения,
была раскрыта, что великая тайна спасения, сошествия Христа в ад раскрыта отныне, потому как завеса закрывает святая святых, но на наших глазах она открывается сама. В алтаре изображается подсвечник. Это тоже символ. Эти две погасшие свечи символизируют не что иное, как две погасшие жизни. Погасшие жизни этих двух болгарских женщин. Одна свеча, большая, крупная, центральная свеча, она сломлена, изображается падающей вместе с младенцем. А где же здесь, на картине, на полотне изображается Иисус Христос? Каждый, кто бывает в православном храме, каждый, у кого есть икона, каждый, кто совершает молитву перед образом Богородицы, запечатлевает в своем взгляде, в своем сознании образ Богородицы, держащую на руках младенца Иисуса Христа. Так вот, женщина, изображенная в центральном месте композиции, она олицетворяет именно Божью Матерь. Из ее рук, как из руки Божьей Матери, сейчас выбивается убийцами этот младенец. И падающая свеча символизирует, что свет Христов будет погашен. Свеча в символике православного храма, в символике богослужения – это свет веры, это свет надежды. Не зря так называемые луковицы – это купола православных церквей, традиционные на Руси, изображаются в форме огня, в форме пламени. Это пламенеет храм, он тянется вверх, он несет свет от земли к небу. Некоторые замечают даже достаточно анатомические сходства между падающим воском из центральной свечи с изображенными композиционно ногами младенца. И если вы присмотритесь, то действительно они вторят друг другу. Конечно, зрители XIX века, особым образом относящиеся к свечам в православном храме, достаточно вспомнить и работу «Неравный брак» Василия Пукерева. В руках у невесты тоже находится венчальная свеча, и эта венчальная свеча на наших глазах как будто вот-вот и упадет сейчас. И если свеча падает с подсвечника во время венчания, это тоже дурной и страшный знак. А разрубленная или сломленная свеча на картине Маковского – это знак того, что свет Христов, свет культуры христианства гасится на наших глазах. Вслед за падающей свечой, за пламенем падающей свечи, наш взгляд опускается на передний нижний план, на котором изображается мертвое тело болгарской женщины. И это мертвое тело нам повествует о сопротивлении ее, сопротивлении смерти. Она своими ногтями царапает каменный пол. И мы понимаем, насколько страшно было посмотреть смерти в глаза. Но Маковский и здесь находит луч света или луч какого-то христианского оправдания этой муки. Он изображает на мертвом теле раскрытое Евангелие. Евангелие – это книга Священного Писания, где повествуется о жизни и учении Иисуса Христа. И это Евангелие сейчас раскрыто. Дело в том, что в Страстную Пятницу, во время чина так называемого погребения Иисуса Христа, на центр храма выносится плащаница. Это изображение мертвого тела Иисуса, которое было погребено в пещере.
И эта плащаница, находящаяся в центре православного храма, венчается Евангелием. Евангелием – тем текстом, из которого мы знаем о этих событиях жизни Иисуса Христа. И если посмотреть на тело мертвой женщины, Константин Егорович изображает его также с раскрытым Евангелием. И страницы раскрытого Евангелия, а Евангелие переводится с греческого как «благая весть». «Ев» – это хорошо, а «ангелос» – это послание, хорошее послание. И эта благая весть, книга Евангелия, раскрыта. И из страниц этой книги бьют лучи золотого, то есть божественного света. У ног этой женщины, у ног мертвой женщины, располагается кадила. Кадильница пуста, она рассыпана. Из кадильницы высыпан уголь, который должен разжигаться и который должен возносить вверх благовоние, фимиам в православном храме во время богослужения. Но эта кадильница пуста, то есть пламя, которое возжигает освященный ладан, погасло. И это опять-таки говорит о коннотации с евангельским страстным циклом, которые должны были вспомнить зрители, которые подходят к этому полотну. Волею случая эта картина через частных коллекционеров в 50-е годы попадает в собрание художественного музея. И Елена Васильевна Аладова, послевоенный директор, возглавивший музей, она помещает эту работу в постоянную экспозицию нашего музея. И когда в 1957 году был открыт художественный музей, эта работа была одна из первых представлена в постоянной экспозиции. И существует интересная история, связанная с экспонированием этого полотна в нашем музее. Старожилы говорят, что когда мы знали о том, что в музее планируется экскурсия или делегация из стран Ближнего Востока, мы всегда драпировали это полотно темной тканью, так как турецкое правительство не хотело поднимать этот вопрос, это подавление, кровавое подавление на юге Болгарии, и поэтому сотрудники музея старались так обойти эти острые углы. Но эта работа актуальна, оказывается, не только в 50-е годы, она актуальна и в 2000-е. Дело в том, что всегда возле этой работы был текст, повествующий о том, что же изображено, когда изображено, давалась историческая справка к полотну. И посол Турции в 2000-е годы, посещая Национальный художественный музей, он попросил ее убрать. Он попросил убрать эту информацию, чтобы зрители из стран Ближнего Востока не чувствовали дискомфорта, для того, чтобы не бередить эту рану. Эта просьба была выполнена. Но мы знаем сейчас, история повторяется. И мы знаем, что и сейчас заголовки некоторых статей в интернете, которые посвящены миграции в современном мире, венчает картина «Болгарские мученицы» Константина Егоровича Маковского. Как и всякое великое произведение, оно объединяет в себе великие смыслы, ставит великие вопросы и объединяет несколько временных пластов. Это и XIX век, вторая половина XIX века, восстание болгар. Это и античность, поздняя античность, времен ранних христианских мучеников.
это и современные вопросы, которые задают нам философы, которые задают нам мыслители. Способен ли человек найти в себе свет и найти в себе оправдание в 21 веке, сказать, что он действительно творец божественного промысла и что в нем есть свет божества, который может прекратить весь ужас и страдания любой войны.